Салам, Сиримбе Чавашла Галажар Каларам, Тадауна Гердюжи Ильдияр Александров. Всем привет! С вами передача «Говорим по-чувашски» и ее ведущий Ильдияр Александров. Говорить по-чувашски – это прежде всего не о языке, а о чувашском мировосприятии. Мы можем говорить на любом языке, но по-чувашски. Давайте хотя бы вспомним выдающегося чувашского поэта Геннадия Айги, который в основном писал на русском, но по-чувашски, и весь мир это заметил. Итак, а мы начинаем. Сегодня в гостях у нас 4 удивительных человека. Им предстоит показать свои знания чувашского языка и родной культуры. Давайте же познакомимся с ними. Рахманова Наташа, студентка, 22 года, родилась в Цивинском районе Ульяновской области, увлекается путешествиями, говорит, что ее хобби – это сама жизнь. Галкин Мефодий, оперный певец, 18 лет. Родился в Батыревском районе Чувашской республики, любит читать комиксы и романы. Сергеева Камилла, музыкальный работник, 19 лет, родилась в Урнарском районе Чувашской республики, любит изучать что-то новое. Тимин Дмитрий, студент, 19 лет, родился в Чебоксарах, увлекается изучением и преподаванием иностранных языков. Итак, ребят, прежде чем мы начнем, давайте узнаем, какое место занимает в вашей жизни чувашский язык. Наташа? Из-за того, что я родилась в Ульяновской области, после этого приехала в Чебоксары, и я с рождения знаю чувашский. Первое слово сказала на чувашском. И когда я приехала в Чебоксары, все удивлялись, как это я с Ульяновска и говорю на чувашском. Откуда я знаю чувашский? Что там, в Ульяновске говорят на чувашском? И после этого я поняла, что говорить на чувашском – это круто. И я люблю чувашский язык, говорить на нем и постоянно говорю. Насколько я помню, Цивинский район является чувашским, там более 50% населения чуваши. Да, все верно, очень много чуваш. Здорово. Все говорят на чувашском? Все. Здорово. Мефодий, какое место в твоей жизни занимает чувашский язык? Определенно, чувашский язык занимает первое место в моей жизни, потому что это мой родной язык. Я родился в Батыревском районе, следовательно, у нас все говорят там на чувашском языке. Собственно, чувашский язык, он преследует меня с самого детства. Преследует? Очень преследует. Как в работе, так и в личной жизни. Я очень люблю эту культуру, этот язык и все, что связано не только с языком, а в принципе с культурой чувашей. Очень здорово. Если ты оперный певец, то часто сталкиваешься и с профессиональной чувашской музыкальной культурой. Определенно. Угу. Камила? Для меня чувашский язык – это самый родной язык во всем мире. На этом языке говорят все мои самые близкие, родные, за что их я очень сильно люблю. Очень хорошо. Дима? Вообще, чувашский язык я начал изучать в довольно осознанном возрасте, уже когда мне исполнилось 16 лет. Поскольку я уже с этих времен стал увлекаться изучением и преподаванием иностранных языков, и соответственно, поступил на преподавателя русского и английского из-за того, что у меня есть такое стремление изучать и преподавать языки другим людям. Как здорово. Здесь у нас, сегодня собрались и носители, и люди, которые выучили чувашский язык. Это очень-очень приятно. Итак, наша викторина, телевикторина, она немного особенная. Она проходит на русском языке, но здесь будут вопросы, которые касаются чувашского языка. Вам предстоит ответить на 5 вопросов различной степени сложности, которые охватывают практически все сферы жизни чувашского народа, в том числе и языка и культуры, конечно же. На них существует 4 варианта ответов. На обдумывание каждого вопроса мы выделяем 10 секунд. Поэтому надо будет думать очень быстро. У вас в руках находятся таблички с цифрами от 1 до 4. Да, можете их посмотреть, как в 1 классе. Каждый из них соответствует определенному варианту ответа. За первый вопрос вы получаете 1 балл, за второй 2 балла, за третий 3 и так далее. Градация понятна. За 10 секунд вы выбираете вариант ответа, который вам покажется наиболее правильным. Но менять ответ после того, как вы уже показали табличку, нельзя. Ответ надо будет кратко обосновать, потому что мы должны понять, почему именно этот вариант ответа вы выбрали. Согласны с правилами? Конечно. Хорошо. Итак, у вас есть 2 помощника. Это знание и удача. Я желаю вам удачи. Я начала искать уже рядом. Внимание! Первый вопрос. Он касается непосредственно чувашского языка. Некоторые чуваши называют его кандук, некоторые называют колток. В литературном языке оно сочетает в себе понятия земли и яблока. О чем идет речь? Первый вариант – трюфель, второй вариант – репа, третий вариант – свекла и четвертый вариант – картофель.
Итак, вы все единогласно выбрали четвертый вариант ответа. Наташа, почему? Я понимаю, что здесь речь идет о диалектах. У нас в Ульяновске, например, картофель называют щерми, картофель, а кандук, я помню, в Яльчиковском районе говорят кандук, поэтому я за ответ 4. Картофель – это картошка. Щерми. Щерми, щеруми, кандук, Кандук, щеруми. картофель. Мефодий, как у вас называют картошку? У нас в Батрево картошка – это щеруми, яблоко – это пануми. Собственно, если они сочетают в себе понятие земля и яблоко, земля щер, яблоко улма. Поэтому я выбрал четвертый вариант – картофель. Как у вас называют, Камила? У нас картошку называют ума, просто ума. А у нас это яблоко. Дима, как у вас Я называют? изучал литературный вариант чувашского. В литературном варианте щеруми, земляное яблоко. Вот по вопросу как раз сочетаются понятия земли и яблока, поэтому я и выбрал такой вариант ответа. Очень хорошо. Давайте посмотрим правильный вариант ответа. Да, действительно, это картофель. Вы получаете по 1 баллу. Итак, действительно, у нас существует много наименований картофеля. Например, самые распространенные – это прежде всего улма и паранга. А вот щеруми у нас литературная норма. Поэтому это было действительно легко. Поэтому я вас поздравляю с первой победой. Можете себе похлопать. А теперь мы переходим ко второму вопросу, который связан уже с традиционной обрядовой жизнью чувашского народа. Как вам известно, предки чувашского народа, волжские болгары, были кочевническим народом. Помимо земледелия, которое они успели освоить, они занимались отгонным скотоводством и в летнее время проживали в юртах. С тех далеких времен у некоторых этнографических групп Чувашии сохранился такой обряд, который называется чебарка-парахны – оставление кнута. С каким важным событием в жизни человека он был связан? Варианты ответа – с прекращением выпаса скота, со свадебным обрядом, с новосельем или со сменой деятельности. Оставляем варианты ответов. Давайте по традиции. Наташа, почему ты выбрала первый вариант ответа? Но кнут у меня сразу ассоциация пошла с котом. Чисто из-за этой логики я выбрал вариант, первый, с прекращением выпаса скота. Хорошо, Мефодий. А я присоединяюсь к Наташе, потому у меня тоже слово «кнут» ассоциируется со скотом. К сожалению, я тоже не слышал и не знаю, что такое чебарка-парахны, поэтому выбрал этот вариант ответа. Хорошо. Так, Камила, у тебя второй вариант. Я выбрала со Свадебный свадебным обрядом, потому что я видела такой обряд, где жених оставляет в доме невесты кнут. Поэтому я выбрала второй вариант. Дима? Полностью соглашусь с Камилой. Я слышал, что есть такой обряд, то оставляют кнут, муж в доме невесты, вернее, жених в доме невесты оставляет кнут, и поэтому я выбрал второй вариант. Хорошо, давайте посмотрим правильный ответ. Правильно. Действительно, этот обряд чебарка-парахны у нас связан со свадебным обрядом. Он проводится непосредственно до свадьбы, когда уже обряд килишни есть же, когда идет согласование, да, когда сторона жениха приходит в дом невесты, они уже обговаривают, как будет проходить свадьба, сколько гостей и так далее, и так далее. В некоторых этнографических группах есть такой обряд чебарка-парахны, и тогда жених действительно оставляет свой кнут, который он изначально плетет, в доме невесты, бросает его под стол, и потом в день свадьбы он его забирает обратно. Таким образом, кнут здесь служит своего рода гарантией того, что он действительно возьмет эту девушку замуж. Поэтому поздравляю победителей с этим вопросом. Третий вопрос у нас опять касается чувашского языка и одной из главных ценностей для чувашского народа. Эту ценность мы можем увидеть в традиционном костюме, народных песнях, традиционном подборе цвета, нормах поведения и так далее. У этого понятия в чувашском языке существует более 50 синонимов. В качестве подсказки приведу некоторые из них. Айбарыш, Сара, Менлетля, Нерля. О каком понятии идет речь? Варианты ответов. Скромность, светлые волосы и светлые глаза, красота и трудолюбие. Хорошо, я вижу ваши варианты ответов. Давайте сейчас нарушим традицию и начнем с Димы. Дима, почему ты считаешь, что это третий вариант ответа? Я вижу слово «Сара», а переводится с литературного варианта как «желтый», а желтый – это цвет, самый красивый цвет в культуре чувашского народа считается. И поэтому я выбрал вариант «красота». Очень интересно. Камила, почему ты решила выбрать третий? Сарахер, говорят, то есть красивая девушка, поэтому
Я выбрала третий вариант. Хорошо, хорошо. Мефодий? Я выбрал второй вариант – светлые волосы и светлые глаза. Но также у меня ассоциации со словом Сара, Сара Хер, Сара Кача. Для меня это не то, чтобы красота, а как именно описание внешности того или иного человека. Хорошо, понял. То есть блондинка с голубыми Да, глазами, да. например. Хорошо. Наташа? Первое, что мне бросилось в глаза, это слово «Сара». И тоже «Сара Жюшля». Песня вспомнилась. И вот светлые волосы, светлые глаза, мне кажется, вот, показалось, что вариант второй. Светлые волосы и светлые глаза – красота. А какой же правильный ответ? Действительно, это красота. Действительно, в чувашском языке для понятия красота существует порядка 50 слов. И, понятное дело, что они немного отличаются семантически, но тем не менее, например, хитрее, и лемля, и ленге и так далее, их всего набирается около 50, в зависимости от контекста, конечно же. Поэтому победителями мы считаем Камилу и Диму. Поздравляю вас еще раз. Мефодий и Наташа, вам надо срочно постараться. Итак, переходим к четвертому вопросу. Чувашию называют краем 100 тысяч песен. Поэтому следующий вопрос мы посвятим чувашской музыкальной культуре. Согласно историческим справкам, чувашский народ имел в своем арсенале более 150 музыкальных инструментов. Некоторые из них являются действительно очень специфическими и могут изготавливаться, например, из трахеи гуся или из его пера. Некоторые инструменты мы можем увидеть в составе симфонического оркестра. Сейчас речь пойдет о таком инструменте, который был очень распространен в народе, но на сегодняшний день практически потерял свое название. Его именем теперь называют другой инструмент, но точно известно, что раньше он назывался кубас, без всяких дополнительных слов. О каком инструменте идет речь? Варианты ответа. Гармонь, варган, скрипка, гусли. Мефодий, объясни, почему ты выбрал название гусли? Во-первых, кубас вообще переводится как гармонь, что немножко, конечно же, подводит на неправильный ответ, возможно. А гусли можно услышать и в симфоническом, так и в народном оркестре. Хорошо, дальше. Наташа, почему ты выбрала первый вариант ответа? Я просто перевела кубас на русский, гармонь. Все. Да, действительно. Дима, ты тоже выбрал первый вариант ответа? Да, у меня вот в сторону скрипки были мысли, но я решил все-таки выбрать гармонь. Камила, ты выбрала вариант скрипка. Почему? Сармия-губас. Сармия-губас, да. Точно. Так захотелось. Хорошо. Хорошо, давайте посмотрим правильный вариант. Да, действительно, это скрипка. До того, как гармония распространилась среди Чувашии, это начало прошлого века, самым распространенным музыкальным инструментом были гусли и скрипка. Скрипка называлась кубас. Заключительный вопрос мы посвятим ученым людям Чувашии. Их у нас очень много, но этот человек не являлся чувашем по своему этническому происхождению, однако он мог говорить на нашем родном языке лучше любого носителя, потому что владел практически всеми диалектами и говорами. Его вклад в сохранение чувашской лексики невозможно переоценить. Помимо всего прочего, им написан великолепный труд «Болгары и чуваши». Назовите имя этого человека. Василий Константинович Магнитский, Николай Иванович Ашмарин, Никита Яковлевич Бичурин, Николай Иванович Ильминский. Камила, объясни, почему ты выбрала Василия Константиновича Магнитского? Я просто вытащила. То есть ты положилась на удачу? Да. Хорошо. Удача со мной. Хорошо, верю в это. Наташа? Сердце подсказало, что это вот Никита Яковлевич Бичурин. Так помню, что вот этот великолепный труд болгары и чуваши написал Бичурин. Мефодий и Дима выбрали Николая Ивановича Ашмарина. Мефодий, почему ты выбрал его? Я выбрал Николая Ивановича Ашмарина, потому что слышал на уроке чувашской литературы про болгары и чуваши, и вот Николай Иванович Ашмарин как-то проскользнул в моих мозгах, так скажем, вспомнилось мне что-то. Мне кажется, написал он этот великолепный труд. Хорошо. Дима? Вопрос был про вклад в сохранение чувашской лексики, а я выбрал сразу Николая Ивановича Ашмарина, потому что Николай Иванович Ашмарин является выдающимся лексикографом. Он написал 17-томный словарь чувашского языка, вот поэтому и выбрал я этот вариант ответа. Хорошо, давайте посмотрим правильный вариант ответа. Правильно, это действительно Николай Иванович Ашмарин. Человек выдающийся, родился в Ядрине. Вы молодцы, что выбрали Николая Ивановича.
И вот, удача сегодня у нас оказалась на стороне Димы с количеством 11 баллов. Дима заслужил первое место, и мы его с этим поздравляем. С вами была передача «Говорим по-чувашски» и ее ведущий Эльдияр Александров. Мы поздравляем Диму и говорим, что он действительно чавашла калажать. Давайте же стремиться быть самыми умными. До следующей встречи. Шивер Юлар.